Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях наша соотечественница из солнечной Калифорнии Вероника Попова. Добрый день, Вероника. Пожалуйста, расскажите нашим слушателям о себе. Сначала, откуда вы, где учились, где работали и как переехали в Штаты? Добрый день, дорогие радиослушатели. Во-первых, большое спасибо за проявленный интерес и за то, что пригласили меня на вашу передачу. Меня зовут Вероника Попова. В данное время я проживаю в штате Калифорния, в городе Пало-Альто. Я сама родом из горного района, закончила Бердикестяхскую улусную гимназию с золотой медалью, поступила в Иркутский государственный лингвистический университет, который ныне Иркутский государственный университет, на факультет иностранных языков. И специальность у меня была лингвистика и межкультурная коммуникация. По приезде в Якутск я начала свою работу в компании мобильной телесистемы МТС, в то время еще «Горизонт» был. Далее я работала в банке ВТБ-24. И последнее мое место работы было центр «Мои документы», многофункциональный центр Республики Саха-Якутия. А я работала начальником регионального центра телефонного обслуживания, начальником отдела развития МФЦ. Далее я уже переехала в Калифорнию, в США. Как давно вы переехали в США? Мы живем в США не так давно, 3 года, потому что бюрократия и довольно-таки долгое время заняла подготовка документов, подача всех документов в посольство, прохождение интервью и так далее. А вот с 2016 года мы живем в Калифорнии. Это здорово, что не так давно, вы переехали, потому что вы можете сравнить жизнь у нас и жизнь в Калифорнии, и можете рассказать, как проходила адаптация. В принципе, у меня никогда не было целью переехать за рубеж. Мне нравилось жить у нас, мне нравился Якутск, наш город, мне нравилась моя работа. Было очень интересно, но самая главная разница – это, наверное, в сервисах, предоставлении сервисов, услуг, в доброжелательности людей, вежливости. Ну и, конечно, развитость инфраструктуры очень бросается в глаза. Я знаю, что у вас есть дети. На каком языке обычно вы с ними разговариваете? Я начну, наверное, с того, что я познакомилась со своим мужем в Якутске. Да, самый смешной вопрос, который нам чаще всего задают: на каком сайте мы познакомились. На самом деле это был не сайт, и мы всем говорим, что он приехал в Якутск изучать вопросы изменения климата, потому что в то время он занимался этим вопросом. Мы познакомились здесь, продолжали общаться, мы ездили к нему пару раз в Китай, в США, и дальше уже был переезд. Сейчас мы воспитываем 2 детей. Дочке моей 12 лет и младшему сыну 1 год. Мою дочку зовут Лера. Для Леры адаптация была довольно-таки легкой, на мой взгляд. К тому времени она закончила 3 класс. И, в принципе, когда мы переехали, у нее практически не было никакого английского. Она могла сказать: «Меня зовут Лера, мне 8-9 лет». И больше этих фраз она ничего, в принципе, не знала, особо не понимала. Мы, конечно, очень переживали. Но к Новому году, это уже через, наверное, 4 месяца или 5 месяцев, она уже спокойно могла все понимать. Мы ее отдали в обычную общественную школу бесплатную. И полное погружение ей помогло, можно сказать, стать практически в данное время носителем языка. Мое образование – это английский язык. И даже со своим образованием я сейчас у нее консультируюсь, спрашиваю, как правильно это написать или сказать. Наша цель сейчас – сохранение якутского языка, и поэтому я с ней общаюсь только на якутском, и с сыном я тоже общаюсь только на якутском. Возможно, по-русски мы обсуждаем, если встречаемся с нашими русскими друзьями, говорим. И, возможно, я еще, может быть, стишки, прибаутки какие-нибудь могу рассказать на русском. В целом у нас общение полностью дома на якутском, мое с детьми, а остальное время они, конечно, в английской среде находятся, поэтому, превалирует у нас якутский и английский. Якутский, английский, здорово, билинговый получается. Да.
Может быть, есть какие-то книги, либо, я не знаю, какие-то учебные пособия, да, которые могут помочь именно вот для изучения языка якутского. Для Леры это, наверное, скорее разговорный язык, а сын еще совсем маленький, но наверняка, как мама, вы уже смотрели, да, какие-то книжки, еще что-то, для того, чтобы изучать язык. В целом, я и мой муж очень озабочены этим вопросом. Он как человек, который говорит свободно на 3 языках, он сам американец китайского происхождения, то есть он свободно владеет китайским и испанским. И его родители нам советуют, конечно же, в первую очередь общаться, потому что домашняя среда – это главное условие сохранения языка. А для Леры я сейчас пытаюсь каждую неделю в выходные дни читать с ней на русском, чтобы она хотя бы понимала и знала. Для сына пока у меня только мое общение, домашняя среда. Но я хочу отметить, что мои родители нам привозили несколько книжек. Смешной случай был с одной книжкой. Значит, это якутская маленькая книжка для детей, где, в принципе, использованы все слова, которые мы используем в якутской речи, заимствованные с русского. То есть там ложка, лоска, стол, о стол. Это было очень забавно, когда у меня спросили, вот это вот исконно якутские слова, или же все-таки это немножко русские слова. Вот я тогда обратила внимание, что на самом деле это были все взаимствованные слова, поэтому, не знаю, наверное, обучающие книжки, какие-то, наверное, интерактивные книжки с песенками даже, может быть, были бы очень полезны для мам, которые пытаются сохранить якутский язык. Как вы рассказываете о Якутии? Что обычно первым приходит в голову? Когда наша семья знакомит меня со своими друзьями, нет, я расскажу этот случай, они говорят, вот у нас Вероника, невестка, она из России. На меня все смотрят, удивляются и спрашивают, вы знаете китайский? Я говорю, нет, я не знаю китайский. Они говорят, значит, вы знаете корейский или японский? Я говорю, нет. И начинается мой рассказ про Якутию, что Россия – это многонациональная страна, где много разных национальностей проживают в мире и согласии. И тогда следующий вопрос. Ваши родители все-таки из Китая, Японии или Кореи? А очень многие люди, которые когда-то играли в игру «Риск», очень хорошо знают про Якутию, потому что на карте игры «Риск» Якутия занимала огромную территорию. Некоторые люди, которые, в принципе, дружат с географией, тоже очень интересуются. Наш рассказ обычно о Якутии начинается с того, что она огромная. Территория Якутии почти размером с Индию. Тогда у всех прямо рты открываются, а глаза становятся большими. Далее мы говорим, что население у нас только чуть меньше 1 миллиона. На такой огромной территории проживает такое немногочисленное количество людей. А далее мы всем рассказываем, что 25% всех бриллиантов мира добываются в Якутии. Также о суровом климате, конечно, что зимой наши балконы служат для нас морозильными камерами. Даже у нас была шутка о соотношении медведей на душу населения. В принципе, очень многие интересуются. Мы обычно стараемся привозить из Якутска брелоки из бивня мамонта, что прямо вообще поражает всех своей красотой и уникальностью. В целом вот так вот. Очень интересно послушать. Вообще, наверняка вы общаетесь с якутянами, которые проживают также в Штатах, да? Расскажите, пожалуйста, об этом. Уже, наверное, давно существует саха-диаспора в Штатах. У нас есть общая WhatsApp-группа, где мы часто обсуждаем насущные вопросы, кто куда летит, у кого кто прилетает. Делимся своей какой-нибудь радостью, либо огорчениями. Я проживаю в районе Сан-Франциско, и на нашей территории нас, наверное, довольно много. Человек, может быть, уже 30 есть, которых я знаю. Мы часто собираемся, например, выбираем какие-нибудь места, отмечаем дни рождения. Часто ребята приезжают ко мне, потому что у меня маленький ребенок, мне так удобнее. Мы очень хорошо общаемся, очень дружим. И, наверное, если бы мы жили в Якутии или в России, мы бы никогда, наверное, не подружились и даже бы не узнали друг о друге. Но вдали от родины это прямо так связывает, и мы считаем даже друг друга братьями и сестрами. Поэтому это очень сближает. Вы наверняка собираетесь на праздники, да, в том числе и на ИСЭХ,
Собирались ли в этом году? Во время Эсэха мы все разъехались, но, насколько я знаю, в местности Гуалала в Калифорнии, где были установлены Серге, ансамбль Серге, ежегодно нашими активистами проводится наш национальный праздник Эсэх. И в этом году, насколько я знаю, тоже ребята собирались с оладушками, с салмой, с аламатом и встречали солнце. Остальные вот якутяне, они также как бы наверняка часто, как и вы, да, приезжают сюда? Вы здесь встречаетесь? Да, мы встречаемся и здесь, и в принципе, когда у нас есть возможность, и когда у мужа случается отпуск, каникулы у Леры, мы бывает, что ездим по штату, и обязательно я стараюсь встретиться с якутскими ребятами, которые проживают в том или ином штате, допустим, в Техасе, в Нью-Йорке, в Орегоне, в штате Вашингтон и так далее. Я говорю, что это моя копилка якутских друзей. Здесь наверняка вы тоже посещаете также Эсэх, да? Были, наверное, на республиканском Эсэхе в этом году всей семьей, да? Да, мы специально приехали так, чтобы у нас была возможность посетить этот красочный праздник. Особенно мужа привлекают игры Дагына, и он об этих играх рассказывает всем своим друзьям. Думаю, что через 2 года, если мы приедем, мы опять же постараемся сделать так, чтобы даты наши совпали с Эсэхом. И есть некоторые друзья наши, которые прямо горят желанием приехать с нами, именно посмотреть, ощутить этот праздник, встречу с солнцем, танец Асохой и, конечно же, воочию посмотреть на эти игры. Здорово. Вероника, вы тогда с супругом получаетесь как народные дипломаты, послы, которые рассказывают о Якутии и привлекают сюда иностранных туристов. Можно сказать так. Вероника, скажите, пожалуйста, было ли у вас желание как-то способствовать развитию республики? Если да, какие идеи приходили в голову и что для этого делаете вы? Я всегда, можно сказать, буквально каждый день думаю, чем я могу быть полезна. И в последнее время у меня были 3 идеи, которые я хотела бы реализовать. И спасибо за то, что даете мне возможность их озвучить, потому что говорят же, что если вы озвучили свои идеи, вы должны их реализовать. Да. У меня есть хобби, я люблю фотографировать. Это просто как хобби. И я хотела создать свой небольшой блог. Я работаю над этим. Каждый раз, когда я встречаюсь со своими земляками, я их фотографирую, и у меня есть 8 вопросов. 8 вопросов от Вероники. Я себе такое название придумала. Это совершенно одинаковые 8 вопросов, на которые отвечает человек, мой собеседник. И я практикую еще свою фотографию с этим. Фотография и мои 8 вопросов. В принципе, было бы интересно, наверное, спросить эти же 8 вопросов спустя, например, 2 года, либо 5 лет. Тогда, наверное, человек мог бы посмотреть на себя со стороны и понять, что у него изменилось, как он относится вообще к миру спустя эти годы. Это вот мой личный маленький проект. А вторая моя цель, скорее всего, это не знакомство, а представление Республики Саха, скорее всего, миру, а в моем случае, чтобы в Калифорнии, в Сан-Франциско больше знали о таком немногочисленном народе Саха, какими являемся мы. Я сейчас думаю над проектом создания небольшого стенда Asian Museum в Сан-Франциско. В этом музее собраны артефакты и интересные предметы быта, культуры людей, которые проживают в азиатской части нашей земли. Поэтому, я думаю, было бы очень интересно заняться этим проектом. И я хочу сейчас выйти на тех людей, которые бы мне могли в этом помочь. Небольшой мой проект, который я бы хотела тоже, наверное, реализовать в самой краткосрочной перспективе, так как, несмотря на то, что я живу в Кремниевой долине, и все мое окружение, допустим, когда собираются 10 человек, из них все сотрудники IT-отрасли, все сотрудники Apple, Google или Facebook, и я одна мама. Самая главная работа на земле, как они шутят надо мной. Я бы хотела, наверное, провести несколько встреч с мамами, у которых маленькие дети, и хотела бы ознакомить, наверное, их, как мы собираемся с мамами
проживающими в Калифорнии, не в Калифорнии даже, а в нашем городке, какие мы песенки поем, какие мероприятия маленькие проводим с детьми, чтобы мамы могли поговорить, чтобы они могли поделиться своими радостными или грустными моментами материнства. Вот у меня есть такая идея, и, скорее всего, я планирую ее реализовать с Национальной библиотекой, и думаю, что мы об этом сообщим. Здорово, будем тогда ждать анонса. Вот. А что касается других проектов, да, блога, я тоже с нетерпением жду, когда смогу посмотреть этот блог. И что касается экспозиции в музее, это тоже очень классная идея. Я надеюсь, что все получится, и что эти дни в республике, проведенные здесь, тоже способствуют реализации этой идеи. Спасибо большое. Моя любимая песня, которую я пою для своих детей, скорее всего, она связана с тоской и с тем, что я очень скучаю по своим родителям. Эта песня звучит так: прошу не судить строго. Я особо не пою, но для детей любой мамин голос является успокаивающим. Иеге бусирге кереттен керете, сүреген соргото төрөппүт огото. Ие бар бусирге андойду аняла, ананын кинехе бары быт мактала. Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей гости была Вероника Попова из Пало-Альто, США. Как бы далеко ни находились наши земляки, они скучают по своим родным и республике. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.